прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Здравствуйте. Повышается имидж и авторитет Таджикистана на мировой арене. В стране наблюдается прогресс во всех жизненно важных сферах общества. Наша райская земля является привлекательной для любителей путешествий с имиджем безопасной и мирной страны. Обеспечение безопасности, независимости и свободы является гарантом светлого настоящего и будущего каждого народа и нации. Во все времена прогресс жизни государства и общества исходит из стабильности, безопасности и обеспечения общественного мира и порядка. Именно благодаря самоотверженности благородных и честных сынов Родины сегодня Республика Таджикистан известна во всем мире как безопасная и мирная страна. Именно поэтому под мудрым руководством дальновидной и миролюбивой политикой основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и при поддержке славного народа страны, Республика Таджикистан стремительно развивается во всех сферах, добиваясь значительных достижений. Самым главным даром и достижением благородного народа Таджикистана сегодня является мир, стабильность и спокойствие. Благодаря реализации важных и своевременных мер правительства Республики Таджикистан по обеспечению безопасности, мира и политической стабильности мы наблюдаем стремительный прогресс во всех жизненно важных сферах общества. В результате налаживания всестороннего сотрудничества со странами региона и мира укрепилась политическая и социально-экономическая сферы страны, а Таджикистан занял достойное место на региональной и мировой арене. Именно в целях достижения достойной жизни и стабильности экономики и стабильности политической системы государства приняты 4 важные стратегические цели, которые заключаются в том, чтобы обеспечить энергетическую независимость, выйти из коммуникационного тупика и превратить Таджикистан в транзитную страну, обеспечить продовольственную безопасность, осуществить доступ к качественным продуктам питания для населения страны, а индустриализация включала ускоренные темпы в стране. Именно по этой причине сегодня открыты международные наземные и воздушные маршруты во все направления мира. В Республике Таджикистан наблюдается прогресс и развитие экономической, социальной, культурной и других сфер страны. И все это свидетельствует о мудрости, трудолюбии и стойкости основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Республика Таджикистан является активным и инициативным членом самых влиятельных организаций мира. И благодаря своим неустанным усилиям и пониманию человекоориентированных проблем в нынешнем неспокойном и нестабильном мире, она находится на пути к обеспечению мира. Усилия и старания основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня более 200 стран мира осознают политическую стабильность и внутреннюю и внешнюю безопасность Республики Таджикистан и признали нашу страну государством-инициатором в решении глобальных политических, экономических вопросов и проблем экологических кризисов, вопросов в области безопасности, что свидетельствует об успешной внутренней и внешней политике правового государства Таджикистан. Именно поэтому на протяжении последних 8 лет Республика Таджикистан всегда входила в число самых безопасных и миролюбивых стран мира. А по результатам глобального исследования внутреннего и международного уровня и безопасности граждан Таджикистан считается одним из лидеров. Действительно, проведение важнейших международных конференций и саммитов международного уровня в Республике Таджикистан, а также присутствие глав и представителей международных организаций в Душанбе, столице Республики Таджикистан, безусловно, повысили доверие мирового сообщества относительно стабильности и национальной безопасности Таджикистана. Таджикистан стал любимой и привлекательной страной для любителей путешествий по миру, имиджем безопасной и мирной страны. Благодаря инициативам и усилиям лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в период независимости в стране обеспечен мир, стабильность и безопасность. Страна получила самые лучшие и самые расширенные возможности для развития туризма в регионе. И Таджикистан стал занимать видное место в мировых новостных сетях. Так, Республика Таджикистан заняла первое место среди 142 стран мира.
Американский институт Галлап в своем ежегодном рейтинге правопорядка поместил Таджикистан на первое место по безопасности, стабильности и доверию граждан относительно правоохранительных органов. В десятку рейтинговых стран входят Республика Таджикистан с показателем Финляндия, Исландия, Кувейт, Люксембург, Норвегия, Вьетнам, Швейцария, Дания и Индонезия. По результатам опроса, проведенного авторами рейтинга, таджикистанцы заявили, что не чувствуют никакой опасности во время ночных прогулок и доверяют органам охраны правопорядка. Это важное явление еще раз повлияло на рост престижа и авторитета нашей независимой страны на мировом уровне, побуждает каждого из нас, граждан страны, беречь национальные ценности, в том числе мир и независимость, как великий и святой дар, вносить свой вклад в процветание независимого Таджикистана. Шахлу Бердива, Дильшоди Хушвахт, новости. Душанбе – это крупный центр культуры, науки, образования и качественных услуг. Город является местом благоустройства и озеленения, чистоты и красоты, а также высокой этики общения. Быть столичным жителем – это большая ответственность. Жители Душанбе должны, отдавая дань уважения городу, соблюдать чистоту и правила поведения в столице. На сегодняшний день Душанбе стал беспрецедентно развивающимся и процветающим городом. Строительство величественных зданий и дворцов, красивых парков и садов, гостиниц и культурных учреждений, построенных с учетом высочайшего национального архитектурного мастерства, укрепило возможности предоставления услуг городом Душанбе на уровне международных стандартов и обеспечения столицы Таджикистана быть достойно представленной на международном уровне. В свете инициативы председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, о превращении столицы страны в зеленый город, сегодняшний Душанбе утопает в зелени и сезонных цветах. Душанбе вносит ценный вклад в развитие межгосударственных отношений и укрепление положительного имиджа Таджикистана в системе международных отношений, устанавливая и развивая побратимские отношения с различными городами Азии, Африки, Европы, Америки и СНГ. Душанбе имеет побратимские отношения с городами Сана в Йемене, Лусака в Замбии, с городом Монастир в Тунисе, Лахор и Исламабад в Пакистане, Клагенфурт в Австрии, Болдер в США, Ройтлинген в Германии, Мазари-Шариф в Афганистане, Тегеран и Шираз в Иране, Санкт-Петербург в России, Минск в Беларуси, Урумчи, Сямынь, Циндао и Хайнань в Китае, Анкара в Турции, Ашхабад в Туркменистане, Баку в Азербайджане, Астана в Казахстане и Доха в Катаре, что является важным достижением в системе межгосударственных отношений. В этом контексте реализуется многостороннее сотрудничество с такими городами, как Москва в Российской Федерации, Ташкент в Республике Узбекистан, Чэнгду, Пекин и Ханчжоу в Китайской Народной Республике в целях дальнейшего социально-экономического развития столицы. Город Душанбе под руководством энергичного и творческого молодого председателя Рустами Эмомали играет значительную роль в проведении региональных и международных форумов и конференций. В настоящее время столица страны, Душанбе, является членом Международной ассамблеи столиц и городов, Международной организации городов-побратимов, Организации городов-побратимов Болдер-Душанбе, Всемирной организации объединенных городов и местных властей. В последние годы столицы страны, города Душанбе, сердца Таджикистана, можно считать годами важных свершений и достижений в политической, экономической, социальной и культурной жизни города. Очень радует то, что много цветов, много деревьев, поэтому пусть процветает Таджикистан, цветет. Это очень-очень сейчас действительно стал красивым городом. И нас сюда постоянно тянет, тянет и тянет. Слов нет. Это очень. Недаром говорят, что Душанбе – это город цветов, город добродушных людей, город гостеприимства. В Душанбе ежедневно проводятся различные международные конференции и саммиты, на которые в столицу приезжают гости со всех стран мира. Поэтому большая ответственность каждого сознательного гражданина страны – это истинное уважение
к национальным ценностям, понимание высокой ответственности гражданства, самопознание и национальной идентичности в целях защиты независимости Родины, социальной стабильности, безопасности государства и общества, национального единства, дальнейшего благоустройства каждого уголка страны и прославления нашего родного Таджикистана на мировой арене. Мы, жители города Душанбе, с большой ответственностью, гордостью и честью должны продолжать добрые традиции строительства и созидания Святой Родины. Зумрат Файзиева, Зухро Самадова. Новости. Сарайское озеро является одним из чудес Таджикистана. Оно расположено на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Озеро Сарайс привлекает внимание туристов своей неповторимой красотой и кристально чистой водой. Республика Таджикистан – самая богатая по количеству водных ресурсов страна в Центральной Азии. Сарайское озеро считается одним из крупнейших источников чистой воды в мире и привлекает внимание жителей планеты своей уникальной природой. Ежегодно этот прекрасный регион Таджикистана посещает большое количество туристов. Таджикский национальный парк является самой крупной, особо охраняемой природной территорией республики и Центральной Азии в целом. Его площадь составляет 2,6 миллиона гектаров, и он внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых удивительных уголков мира. Здесь в едином пейзаже сливаются суровые горы и зеленые долины, бурлящие горные реки и кристально чистые озера, альпийские луга и горные леса. Растительный и животный мир здесь богат и неповторим. Многие виды флоры и фауны занесены в Красную книгу. Следует подчеркнуть, что в 1992 году Республика Таджикистан официально стала членом самой влиятельной мировой организации – Организации Объединенных Наций, и за годы сотрудничества реализовала важные инициативы на благо стран региона и мира. Сегодня мировое сообщество признает Таджикистан страной-инициатором в решении водных проблем планеты. Надо отметить, что Сарайское озеро имеет более 17 миллиардов кубометров чистой питьевой воды. Туристический сектор находится в центре внимания правительства Республики Таджикистан. В целях обеспечения благоприятных условий для отдыха и досуга туристов на этом участке сотрудниками Национального парка Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области построена удобная гостиница. Сарайское озеро с его красотой и уникальной природой покорило сердца тысяч путешественников. Поэтому количество туристов в Таджикистан увеличивается с каждым годом. Зумрат Файзиева, Дильшот Хужбах. Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.